Дорогие зрители, у меня важное сообщение для вас. Данное видео посвящено теме, что мешает трудовым мигрантам разбогатеть. Разбор топ-причин от финансового эксперта, в котором мы вместе разберем множество практических вопросов. Но, к сожалению, не все можно охватить в одном выпуске. Для всех тех, кто хочет знать больше и пообщаться со мной вживую, регистрируйтесь на бесплатный вебинар. Там вы получите больше лайфхаков, больше знаний, больше живого общения. Как зарегистрироваться и попасть на вебинар бесплатно, читайте в описании под этим видео. До встречи на вебинаре, а теперь возвращаемся к выпуску. Сейчас я скажу несколько утверждений. Если они про тебя или твоих близких, то это видео для тебя. Ты трудишься в другой стране уже много лет, отправляешь деньги домой, но ни ты, ни твоя семья не чувствуете себя богаче. Накоплений почти нет, все потрачено на ненужные мероприятия и покупки. Если хоть раз ты ответил «да», тогда это видео для тебя. Обязательно для просмотра трудовыми мигрантами и их семьями. Посмотрите на реальные истории трудовых мигрантов, которые оказались в неприятной ситуации. Когда Каныкей исполнилось 16 лет, родители отправили ее работать няней в Москву. Спустя год работы няней Каныкей вернулась с накопленными средствами в размере более 100 тысяч рублей в родной город. Но отец потратил все деньги на собственные нужды. Наши соотечественники приезжают в Россию, чтобы заработать деньги на обустройство своего жилья и на свадьбу. Например, нам нужно построить дом для моего брата, а я должен жениться. И если бы мог там получать хотя бы половину этой суммы, я бы вернулся домой, жил бы рядом с родителями, родственниками и близкими. Получил зарплату, все потратил на патент и одежду. Уже год, как я не могу отправить домой ни копейки. Рассчитывал, что буду хотя бы по 10 тысяч рублей в месяц присылать родителям. Горе-родители, пославшие этого ребенка на заработки, начинают требовать от него денег. Они не спрашивают его, как ему там живется, каким способом он зарабатывает и куда же тратятся деньги. Во многих случаях это бессмысленные траты. Украшения, шубы и наряды. А еще тои. Пусть это останется на совести таких родителей. Посмотрев это видео до конца, вы узнаете, почему же сотни тысяч мигрантов возвращаются домой без серьезных накоплений и вынуждены снова собирать свои чемоданы, чтобы продолжить трудиться вдали от дома и родных. Я вас приветствую на канале «Инструкция к деньгам». Меня зовут Буяджар Абдыкадырова. Я эксперт в сфере личных финансов и финансовой грамотности с 30-летним опытом. На этом канале я отвечаю на сложные денежные вопросы простым языком. Я детально раскрою шокирующие и элементарные ошибки мигрантов и какие действия помогут лично вам достичь лучших финансовых результатов. Конечно, есть и такие мигранты, у которых все намного лучше. Получается и откладывать, и копить, и открывать собственные бизнесы. Если бы у всех все было плохо, разве люди ехали бы работать в другую страну, покидая свой родной дом? Так что же отличает финансово успешных и неуспешных мигрантов? Для начала рассмотрим цифры и факты, чтобы лучше понять масштабность проблемы. Как результат, все три страны – Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан – в значительной степени зависят от денежных переводов. Данные на конец 2023 года. Несмотря на то, что средний размер перевода мигрантов составляет всего $200-300 в месяц, для многих семей и даже стран это жизненно важный источник дохода. Он позволяет миллионам людей в регионе бороться с бедностью и улучшать доступ к питанию, к здравоохранению, жилью, образованию, а также поддерживать предпринимательство. Общество и правительство наших стран просто обязаны быть благодарны мигрантам. Их деньги часто спасают не только отдельные семьи, но также позволяют избежать социальной катастрофы на национальном уровне. Как бы то ни было, очень обидно и больно, когда для сотен тысяч наших соотечественников из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, несмотря на адский труд и желание изменить жизнь к лучшему, финансовая ситуация остается такой же тяжелой, как и до приезда на чужбину. Итак, зададим себе главный вопрос этого видео. Почему многие мигранты теряют деньги и что с этим делать? Не буду вас томить, вот мой персональный антирейтинг, который я составила, работая 28 лет в сфере финансовой грамотности. На 4-м месте – уехать неподготовленным, не обсудив со своей семьей важные вопросы, еще не найдя конкретную работу.
На третьем месте – разбазарить заработанное на понты бесполезные траты. Вы бы знали, как часто эта абсурдная причина становится проблемой. На втором месте – вляпаться в мошенническую схему в погоне за быстрым обогащением. Это случается как с самими мигрантами, так и с их родными на родине. И номер один – это то, о чем многие не задумываются. Самая главная ошибка. Про нее я расскажу в конце видео. Наберитесь терпения. Ошибка номер 4 в моем антирейтинге – уехать неподготовленным. Совсем неподготовленным, скорее всего, никто не выезжает. Но лучше подготовиться как можно тщательнее. Это никогда не будет лишним. Я работала в международном проекте одного из агентств ООН, который оказывал помощь мигрантам, попавшим в беду, в рабство, в тюрьму и так далее. Случаи были разные, но всегда есть два вида проблем. Первое – проблемы, которые невозможно предвидеть. Например, нападение расистов или блокировка банковских карт по ошибке. Второе – проблемы, которые можно предотвратить. Решение следующих задач до выезда позволяет не допустить проблем, которые могут возникнуть в стране пребывания. Это следующие задачи. Не отдавать свой паспорт кому-либо и не ехать вовсе, если условием для миграции является сдача вашего паспорта. Проверить, не является ли человек или фирма, которая вывозит вас в трудовую миграцию, мошенником. Для этого проверить, есть ли у них действительная лицензия от государства на оказание таких услуг. Причем проверять это надо на сайтах соответствующих государственных органов или даже посетив офисы этих госорганов. В Кыргызстане это Минсоцтруда и его сайт Migrant.kg. Взять контакты консульства своей страны в стране прибытия или контакты другого государства, с кем есть договоренность вашей страны, если в стране прибытия нет консульства именно вашей страны. Проверить, не продают ли вам услуги по трудовой миграции, которые доступны и бесплатно, если обратиться в соответствующие государственные органы. В Кыргызстане это Минсоцтруда и его сайт Migrant.kg. Узнать законы страны прибытия, которые могут коснуться мигрантов. Оформлять все документы законно, не полагаясь на фальшивые документы. Навести справки о потенциальном работодателе загодя. Всегда, когда это возможно. Детальные рекомендации на русском языке я разместила в своем телеграм-канале. Ссылка в описании. Я думаю, гайд будет полезен всем гражданам Центральной Азии. Кроме того, вот рекомендации лично от меня, касающиеся других вопросов, в том числе финансовых вопросов. Первое. Изучить возможности перевода денег, чтобы потом не пришлось хранить большие суммы наличных или передавать их через чужих людей, рискуя быть ограбленным или обворованным. Второе. Взять контакты нескольких знакомых и родственников в стране прибытия, чтобы не полагаться только на один контакт. Третье. Изучить возможности общения с близкими и определить, как часто и как мигрант будет выходить на связь. Четвертое. Выучить хотя бы основы языка страны прибытия. Пятое. Проверить свое здоровье и при необходимости подлечиться перед отъездом. Шестое. Быть морально готовым к тому, что среда в чужой стране может оказаться недружелюбной и даже враждебной. Иметь навыки общения с людьми другой культуры. Седьмое. Если дома остаются престарелые родители с маленькими детьми, то необходимо оставить им деньги, которых хватит на первое время. Наши люди всегда думают, что плохое случится не с ними, или проводят кучу суеверных обрядов, чтобы беда обошла стороной. Но часто действительно важные сигналы опасности игнорируют. Не будьте такими. Да, иногда кажется, что это отличный шанс и хочется отдать свой паспорт, чтобы не упустить возможность получить хорошую работу. Но так мошенники и действуют. А потом выяснится, что никакой высокооплачиваемой работы и не было. Ошибка номер 3 в моем антирейтинге – разбазарить заработанное на понты бесполезные траты. Эта ошибка касается необузданных бесполезных трат как в стране миграции, так и у себя на родине, уже после приезда из трудовой миграции. Обычно, уезжая в трудовую миграцию, люди морально готовы к спартанской жизни.
Но бывают люди, для которых уехать в миграцию означает вырваться из-под строгого контроля родителей. И вообще, чтобы на людей посмотреть и себя показать. Коллега мне рассказывала, что ее младшая сестра вышла замуж за парня, который, как потом оказалось, выяснилось, до женитьбы был на содержании своих родителей и сам ничего не зарабатывал. Моя коллега купила ему билет и дала немного денег, на которые он мог бы прожить, пока не устроится на работу в трудовой миграции. Все, что он сделал, по прибытии купил на эти деньги себе новый модный гардероб и вернулся на родину, сказав, что ему там не понравилось. И продолжил лежать на диване целыми днями. Вот еще пример. Одному из моих родственников удалось поступить учиться в аспирантуру за границей. Ему разрешили привезти и семью, и дали жилье. Как часто бывает у нас, восточных людей, родственники того человека, которые находились в той же стране в трудовой миграции, тут же напросились к нему жить. Все было бы хорошо, если бы один из тех родственников, кто там стал жить, не напился и не устроил дебош. Семье аспиранта пришлось ехать на съемную квартиру, а чтобы оплачивать ее, он и его жена, а они люди с высшим образованием, работали вечерами сторожем и уборщицей до завершения учебы. Кстати, тот дебошир не только не извинился за то, что создал столько проблем своим родным, но и продолжил тратить все заработанное на модную одежду и выпивку каждый вечер. То есть он вернулся в свою страну ни с чем, хотя уезжал зарабатывать и накопить большую сумму денег. Если мигрант благополучно вернулся на родину, смог заработать и перевести большую сумму денег, которую сохранила его семья, перед ним стоит риск совершить еще одну ошибку. На большую часть заработанного закатить празднество, делать налево и направо дорогущие, бесполезные подарки или стать владельцем огромных, но не приспособленных для комфортной жизни домов. И это вынуждает мигранта ехать на заработки еще раз, обрекая своих детей на разлуку и психологические травмы на всю жизнь. Вы скажете, а почему отгрохать огромный дом – это ошибка? Дело в том, что когда я езжу по отдаленным селам, где большая часть мужчин находится в трудовой миграции, то вижу огромные дома в 2-3 этажа, и в которых нет канализации и нет нормального отопления. Огромные комнаты с дорогими обоями и лепниной с позолотой, со сверкающими люстрами и вычурной мебелью, похожи на холодные залы музеев. А в это время семья ютится во времянке, чтобы не тратиться на дорогостоящее отопление и не испортить дорогой интерьер. Туда можно заходить только тогда, когда домой приходят гости. При этом все пользуются туалетом во дворе. Почему бы не построить средний энергоэффективный дом со всеми удобствами внутри, чтобы престарелые родители, маленькие дети зимой не мерзли, и можно было бы пользоваться автоматическими стиральными машинками и другой бытовой техникой, облегчающей работу по дому. А сэкономленные деньги можно отложить на депозит или вложить в свое или семейное дело. Чем вам не план по возвращению на родину? Второй пример. Как-то я поехала на такси из Бишкека в Ош. Эта дорога 800 километров лежит через горные перевалы, где снег лежит даже в самый пик летней жары. Получается, если кто-то едет в июле, то, выезжая из одного из этих городов при температуре плюс 40, по пути проезжает через снежные отрезки дороги, а потом опять оказывается в долине, где жара плюс 40. Для путника это означает, что надо одеться, во-первых, по-спортивному, а во-вторых, многослойно, чтобы можно было надевать и снимать куртки в зависимости от температуры. Я была одета именно так: спортивка, кроссовки, куртка. Одним из моих попутчиков была молодая женщина, которая была одета в тонкое белое пышное платье, как у Мерлин Монро, и в туфлях на шпильках. Когда я спросила ее, почему она так нарядилась, ведь ей же очень холодно и неудобно, она ответила: чтобы вспомнить, что я тоже человек. Я несколько лет мыла туалеты в Москве, и теперь очень счастлива вернуться домой. Хочу, чтобы, когда я приеду домой, все мои родственники и соседи увидели, что я смогла заработать и вернулась с гордо поднятой головой. Я очень понимаю ее, хотя думаю, свои эмоциональные потребности можно было бы удовлетворить каким-то более эффективным способом. Еще пример, который рассказал коллега.
Родственник работает в Российской Федерации дальнобойщиком. Очень хорошо зарабатывает. Уже много лет регулярно приезжает домой, водит семью по ресторанам, покупает жене золотые украшения, тратит на отдых и прочие мелочи. И потом уезжает опять, как липко ободранная. И так уже много лет. А ведь здоровье его лучше не становится, а сбережений как не было, так и нет. Кстати, ваши спонтанные траты в чужой стране и по прибытию на родину, невозможность остановиться в разбазаривании собственных денег – все это распространенные ошибки финансового поведения. Ошибка номер 2 в моем антирейтинге – вляпаться в мошенническую схему в погоне за быстрым обогащением. Эта ошибка касается и самих мигрантов во время их нахождения в стране иммиграции, и членов их семей у себя на родине. Предположим, вы не тратите много. Удалось собрать значительные суммы денег, но, оказывается, вам рано расслабляться. Например, жертвами финансовой пирамиды оказались многие трудовые мигранты. Я сочувствую пострадавшим, но меня в этой истории удивляет, что люди, услышав об обещаниях о прибыли в 600% годовых, не заподозрили, что это обман. Да, доходность разных инвестиций может различаться на несколько процентов, но не в 20-30 же раз. Поэтому, когда вам предлагают какую-то схему, которая выглядит слишком хорошей, чтобы быть правдой, сравните с доходностью, которую предлагают другие источники. И большая разница должна вызвать у вас подозрение. Другой пример. Когда сотни таксистов приобрели машины в лизинг, расплачивались за лизинг с посредником, а не с лизингодателем напрямую, и в итоге остались и без машин, и без денег. Вносите платежи самостоятельно, без посредников. Еще чаще деньги, с трудом заработанные мигрантом на чужбине, мошенники выуживают обманным путем у получателей денежных переводов, то есть у пожилых родителей или других родственников этого мигранта на родине. Про один из примеров, когда деньги, которые вся семья копила, а потом бабушка отдала мошенникам, я уже рассказывала. Напомню, бабушка в отдаленном селе рассказала мне, что купила криптоактивы на деньги всей семьи. Когда я расспросила ее, в какой именно криптоактив, и она мне описала, я поняла, что она попалась мошенникам. Недавно в Кыргызстане арестовали мошенников, которые собирали деньги у населения на инвестиции. Однако я думаю, что это были не первые и не последние мошенники, которые выманивают семейные сбережения у менее сведущих людей под видом криптоактивов. Чтобы этого не допустить, обсуждайте в своих семьях вопросы финансовой грамотности и критического мышления. И вот, как я обещала, главная ошибка. Ошибка номер 1 – это уехать без финансового плана. Самая большая ошибка мигранта и его семьи – это уехать на заработки без конкретной договоренности со своей семьей о том, а. на какие цели будут использоваться денежные переводы от мигранта, б. как их защитить от инфляции и потери в другой стране и на родине, в. как вернуться домой, если не получится заработать. То есть главная финансовая ошибка мигранта – уехать без финансового плана. Рассмотрим каждую из 3 проблем, к которым приводит отсутствие финансового плана. А. Уехать на заработки без конкретной договоренности со своей семьей о том, на какие цели будут использоваться денежные переводы от мигранта. Логично было бы предположить, что перед отъездом на заработки мигрант имеет ясную, четкую договоренность с людьми, которым он потом будет пересылать деньги, родителям, жене и так далее, на что будут использованы те деньги. Возможно, большинство так и делает. Однако нередки случаи, когда мигрант высылает деньги домой на строительство дома или покупку готового жилья и потом остается ни с чем. Вот история из моего же окружения. Парень несколько лет работал на стройках России и высылал деньги родителям на строительство дома. Дом был построен, но, приехав на родину, он узнал от родителей, что этот дом будет принадлежать его младшему брату. При этом они это сообщили таким тоном, что так оно и планировалось с самого начала. Не смея спорить со своими родителями, он погрустил, а потом уехал обратно.
еще на несколько лет. Если я не ошибаюсь, на этот раз он женился перед отъездом и отправлял деньги уже своей жене. Потом они купили готовый дом уже в другом городе. Вот вторая история. Девушка высылала родственникам частями сумму, которая хватила бы на полную стоимость квартиры сразу. Но те потратили часть ее денег. И в итоге у нее осталась сумма, которая хватит теперь только на первоначальный взнос для приобретения квартиры в ипотеку. Также было исследование, которое показало, что после того, как мигрант уезжает на заработки, один или более членов его семьи увольняются с работы. Возможно, потому что они ожидают, что теперь можно не напрягаться, ведь мигрант будет высылать деньги. Я здесь не хочу обвинять всех членов семей мигрантов. Возможно, они увольняются, потому что теперь им надо смотреть за маленькими детьми уехавшего мигранта. Многим престарелым родителям мигрантов тоже приходится несладко. Б. Уехать на заработки без конкретной договоренности со своей семьей о том, как защитить от инфляции и потери в другой стране и на родине заработанных денег. Перед отъездом мигранту и его семье надо принять решение по тому, как защитить заработанные деньги от инфляции и от кражи. На родине лучшим способом защитить деньги от кражи и инфляции – это положить на депозитный счет в банке. Одна моя дальняя родственница копила деньги своих взрослых детей, находящихся в трудовой миграции, просто дома, завернув купюры в платок. Она не потратила ни копейки на себя. И, несмотря на трудности с деньгами у самой, она собрала $4000 за годы трудовой миграции своей дочери и зятя. Когда я услышала об этом, я, конечно, восхитилась преданностью и самодисциплиной этой бабушки. Но меня охватило чувство ужаса, когда я представила, что эти деньги могли своровать, они могли сгореть при пожаре. Такое, к сожалению, бывает чаще, чем вы думаете. Но самое главное, она же могла приумножить их на банковском депозите. Если вы еще сомневаетесь, что депозит спасает деньги от инфляции и намного выгоднее хранить деньги именно в банке, смотрите мое видео по ссылке. Разумеется, я не советую все деньги держать в безналичной форме, то есть на депозите или на карте. Понятно, что часть денег уходит на оплату жилья и налогов сразу после поступления зарплаты. Так что эти деньги даже не успевают переночевать на банковском счету или в кошельке. Оставшиеся деньги я советую мигрантам распределять между безналичной и наличной формой. Вы можете сказать, а как же недавние случаи блокировки банковских карт мигрантов? Часть из этих карт были заблокированы из-за нарушений со стороны мигрантов. И чтобы такую проблему не допустить, надо выполнять законы страны миграции. Мы об этом говорили в самом начале этого видео. Но в этой истории были и карты, блокировка которых произошла незаконно, насколько я поняла. То есть по принципу «всех под одну гребенку». Такие случаи можно рассматривать как форс-мажор. И для форс-мажора всегда надо держать часть средств наличными. Многие помнят события в январе 2022 года в Казахстане. Я не специалист по политическим вопросам и не могу трактовать те трагические события, но могу сделать анализ финансовой стороны тех дней. Люди не могли использовать карты и обналичить свои деньги из банкоматов. На такие случаи нужно иметь наличные. Я в те дни переживала за наших мигрантов и была рада прочитать в новостях, как одному из мигрантов удалось добраться на родину, потому что у него было $200 наличными. Тогда я подумала, что, выезжая в другую страну, надо всегда иметь с собой наличными какую-то международную валюту в сумме, которой хватит хотя бы в одну сторону домой. В. Уехать на заработки без конкретной договоренности со своей семьей о том, как мигранту вернуться домой, если не получится заработать. В любом деле надо иметь план отступления, если начальный план не удался. К сожалению, есть мигранты, которые не смогли заработать столько, сколько планировали, и стыдятся возвращаться на родину, продолжая выживать. Ужасно, если этот мигрант еще и начинает скрываться от близких, причиняя своей семье, кроме финансовых проблем, еще и настоящие страдания. Если планы не удались, надо находить в себе силы вернуться на родину и начать свою жизнь заново. Деньги важны, но жизнь важнее. Вторая проблема, связанная с чувством стыда. Мигрант уезжает, чтобы погасить долги.
а потом узнает, что деньги, которые он или она отправляет домой, благополучно профукиваются на посиделки, шубы и так далее, а долги остаются непогашенными или даже увеличиваются. Наш восточный менталитет не позволяет некоторым мигрантам как-то приструнить своих родственников, потерявших связь с реальностью, наказать их финансово. В таких ситуациях я думаю, что мигранту нужно погашать долг напрямую, если это долг самого мигранта, или перестать высылать деньги, если мигрант пытался выплатить долг родных, сообщив им, что семейные узы будут восстановлены сразу после предъявления доказательств, что принимающая сторона изменила свое финансовое поведение и вернулась в рамки ранее согласованного плана. Что делать? Составьте финансовый план до отъезда. Следуйте ему во время трудовой миграции. Причем плану должны следовать не и те, кто уехал, некоторые уезжают в миграцию с супружескими парами, или вместе с братьями, или с сестрами и так далее, и те, кто остался, родители, супруги, дети. Я помню, как один таджикский банк планировал создание мобильного приложения для ведения семейного учета, которым одновременно могли бы пользоваться обе половины семьи, и уехавшая, и оставшаяся. Не знаю, чем закончились те планы, но если даже нет такого общего электронного бюджета, то мой совет трудовым мигрантам – надо регулярно обсуждать семейный бюджет вместе и корректировать его при необходимости. Если вы знаете, удалось ли запустить такой продукт в Таджикистане или в других странах, напишите в комментариях. Я изучу его и поделюсь своим мнением. Данный финансовый план мигранта и его семьи также должен включать в себя планы и по сбережениям. Ранее мы разобрались, что мигранты являются чуть ли не важнейшим источником денежных поступлений в Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан. Ну а как дела обстоят у самих мигрантов? Какую часть средств они тратят там, где работают? Сколько удается откладывать? Какие цифры есть для составления финансового плана до отъезда в трудовую миграцию? Попробуем сформировать средний бюджет мигранта. Исследование показывает, что мигранты в среднем ведут достаточно аскетичный образ жизни. Примерно 10% заработка тратят на патенты и другие формы налога, 10% на аренду жилья, часто с другими мигрантами, 10% на еду и продукты питания, от 20 до 30% уходит на медицинское обслуживание, отдых, онлайн-покупки, транспорт. Кстати, почти половина мигрантов указали, что не обращаются за медицинской помощью в России вообще. Таким образом, им удается отправлять от 40 до 50% своего заработка на родину, своим семьям. Мы видим, что мигранты стремятся к экономии, стараются сократить свои расходы на жилье, медицинское обслуживание, отдых и во многом отказывают себе ради светлого будущего для своих семей. Понятно, что это средняя по больнице ситуация. Кто-то экономит, кто-то тратится, кто-то живет ради сегодняшнего момента, кто-то ради будущего. Но очевидно, что большинство наших сограждан делают это ради своих семей и ради какой-то цели. Мало кто едет на заработки в другую страну, чтобы развлечься или развеяться. Кстати, а у тебя тоже так же? Напиши в комментариях, сколько примерно лично у тебя тратится денег и на что, сколько процентов отправляешь домой, какие цели вы поставили себе, когда уезжали, удалось ли их достичь. Мне интересен опыт каждого зрителя. Я бы посоветовала трудовым мигрантам дополнить вышеописанную схему 50% отправлять домой и на 50% покрывать свои расходы, и копить еще и для своих личных сбережений отдельно от денег, которые вы высылаете своей семье. У каждого взрослого человека, включая семейного человека, должны быть личные сбережения. Их наличие не должно быть секретом, если, конечно, в семье здоровая атмосфера, но их использование должно оставаться решением самого человека. Какую часть заработанного использовать на семейные сбережения, а какую на личные сбережения? Эксперты советуют, что решения по 70% сбережений должны приниматься мужем и женой совместно.
а 30% должны быть личными сбережениями каждого. Но при этом необходимо сообщить своим родным, в каком банке у вас есть вклад. Если владелец банковского счета попадет в больницу или каким-то другим образом потеряет доступ к своим деньгам, то банк не обязан искать родных своего клиента. Родные сами должны обратиться в банк. Например, лично я сообщаю своей сестре, в каких банках у меня есть депозиты, чтобы ей не пришлось писать запросы в каждый из 23 банков Кыргызстана. Кроме этого, необходимо всегда иметь запас денег на непредвиденный случай. В трудовой миграции такой резерв, то есть финансовую подушку безопасности, можно также назвать фонд возвращения домой, чтобы иметь возможность вернуться. Начните формировать этот резерв из тех 50% вашего дохода, которые вы оставляете себе на расходы. Причем, как только вы получаете зарплату, направьте 10% на этот резерв и планируйте свои расходы на оставшуюся сумму. Таким образом, если мигрант, например, зарабатывает 200 тысяч, на 100 тысяч живет, то своей семье он может отправлять не оставшиеся 100 тысяч, а 70 тысяч, а остаток в 30 тысяч направлять на свой личный сберегательный счет. Поздравляю, если вы досмотрели видео до этого момента. Как вы видите, многие из трудовых мигрантов совершают похожие ошибки. И самое главное, трудно рассмотреть ошибки, если у вас нет финансовой цели и плана. Как я обещала в начале видео, я прикрепила полезные материалы в описании к этому видео. Там вы найдете и рекомендации для подготовки к трудовой миграции, и другую важную информацию по финансовой грамотности для мигрантов. Переходите на мой телеграм-канал и скачивайте. Я регулярно выкладываю на своем канале много полезных видео по финансовой грамотности и про ошибки в финансовом поведении. Подписывайтесь и ставьте колокольчик, и будьте первыми, кто узнает о моих новых полезных финансовых разборах. Будьте богаты и оставайтесь на связи.